Беспрецедентным случаем назвала руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева проведение Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» в Сибае. Свою оценку она объяснила так. Чем больше предпринимателей будет знать о таких городах, как Сибай, и их возможностях, независимо от территориальной расположенности и бюджетного обеспечения, тем лучше будет для экономики страны. Обсудим итоги форума вместе с первым вице-премьером правительства Башкортостана Андреем Назаровым. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Екатерина, здравствуйте. Сегодня выходной, но мы пишем интервью. Вы всегда в таком режиме. Спасибо вам большое, в первую очередь, за то, что вы согласились дать интервью. Ну да, это нормальный рабочий режим, скажем так, приблизительно 16-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Я всегда своим коллегам по государственной службе говорю, что кто находится на государственной службе, он не находится на работе по найму, когда есть определенное время, после которого можно уйти. Здесь ты должен работать до того часа, пока у тебя есть силы или пока ты не сделал все свои дела. А так как государственных дел столько, что ты не можешь их сделать просто физически, поэтому ты работаешь, пока у тебя силы хватает, приблизительно, скажем, с 8:30 до 10:30 вечера. Так, приблизительно 8:30 начинаешь, где-то примерно 22:30 заканчиваешь. Иногда чуть больше. Всероссийский инвест-сабантуй «Зауралье-2020». На ваш взгляд, каковы основные итоги? Во-первых, Всероссийский инвестиционный сабантуй был задуман как мероприятие российского, а может быть и международного масштаба для того, чтобы эта дальняя от Уфы точка, самая южная, самая дальняя, могла получить в себе особое внимание. Причем не только со стороны, конечно, башкортостанских властей, потому что это, в общем-то, наша обязанность, а именно, чтобы о Сибае, о Заурале, об этой территории, уникальной, на мой взгляд, территории, знали во всей России, и даже за рубежом. Только это может дать приток инвестиций, который там очень необходим. Только может это дать возможность дополнительной концентрации внимания вокруг этого города и или вокруг этого субтерритории, которая, в общем-то, должна получить всестороннюю поддержку государственную, инвестиции, внимание с разных направлений, таким образом дать жителям ощущение, что они живут не на краю региона, а, в общем-то, в неком эпицентре событий, и, в общем, это перспективная территория. Таким образом, соседние территории, другие субъекты Российской Федерации должны реагировать на эту территорию как на привлекательную, с кем можно выстраивать партнерство. Конечно, об этой территории должны знать за рубежом, опять же, для того, чтобы планировать какие-то свои планы инвестиционные, или, в конце концов, просто выстраивать партнерство. Это партнерство может быть культурное, экологическое, туризм, приглашение к себе для того, чтобы наши башкортостанцы, зауральцы, сибайцы могли туда приехать, что-то там перенять. Образование, в конце концов, множество направлений. И, в общем-то, второй Всероссийский инвестиционный сабантуй в Сибае показал, что интерес высокий. В общем-то, решение было правильным. И даже в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, желающих участвовать в этом мероприятии было много, около, наверное, более 2000, но смогли принять участие в силу тех ограничений, которых мы определили, где-то почти 1200 человек. И в большей мере, гораздо больше половины, это людей, которые приехали из-за пределов Заураля. Это Республика Башкортостан, Уфа, это другие субъекты, Москва в первую очередь, и были ряд зарубежных гостей, которые дислоцируются в Москве, потому что сейчас пока еще границы почти все закрыты, и поэтому, например, из Японии, из посольства приезжали те, кто располагается в Москве, но, понятно, это все равно контакты уже с Японией. Венгрия, Турция, в общем-то, и даже в этих ограничениях и даже зарубежный интерес был подтвержден. Задачи по развитию территории как раз откликаются с намерениями развивать Сибай в качестве пилотного проекта для развития малых агломераций. В чем здесь суть и насколько реализуема эта стратегия? Вы знаете, территории развиваются в определенном таком тренде мировом, ничего с этим не сделаешь. И если в 1900 году
13% населения жило в городах, а в 2025 прогнозируется, что в мире будет 60% жить в городах. То есть этот тренд мировой, ну, с этим сложно бороться. Поэтому не нужно с этим бороться, нужно просто возглавить правильно этот процесс, и результаты движения людей, переезда для проживания их в города, его надо правильно перераспределить таким образом, чтобы это было на пользу территории и людям в конце концов. Поэтому агломерации, ну, например, если самая яркая большая агломерация в России – это Москва, мы видим, как ну, в некотором хорошем смысле поглотив, да, часть соседних территорий, эти территории сейчас быстрыми темпами развиваются, и новая Москва, по сути, в короткие сроки становится полноценной Москвой. Москвичи получают дополнительную территорию, а, в общем-то, те жители, которые там жили, получают возможность уже оказаться в черте города и получить все блага, инфраструктуру, услуги, ну, на столичном уровне. На республиканском уровне такая агломерация – это, конечно, Уфа. Мы внимательно изучаем, анализируем агломерацию уфимскую, смотрим вокруг Уфы 6 районов. Не секрет, что Уфа достаточно заперта, в общем, и реками, и есть как бы некоторые нюансы по развитию. И поэтому многие сегодня уже уфимцы живут в Уфимском районе или в Иглинском районе, или в других. А многие, наоборот, с тех районов приезжают в Уфу работать, и такое вот происходит, как бы, такие взаимные потоки. И учитывая вот эту агломерацию, конечно, нужно рассчитывать так, чтобы все, кто в этой агломерации живет, который примерно насчитывает сегодня уже 1,5 миллиона человек, чтобы здесь были и рабочие места, и, в общем-то, все потребности для людей, и чтобы в итоге каждый выиграл, да, вот это. Каждая отдельная часть в сумме, ну, скажем так, арифметическим языком дают, например, 100, а когда ты вот это объединил, да, это уже не 100, а 120, да. Вот. Хотя, казалось бы, если считать математически, это должно быть давать 100. Поэтому вот этот синергетический эффект, как принято говорить, он, конечно, гораздо больше, чем просто отдельно взятые возможности каждого. Ну, например, там, скажем, в отдельно взятый регион или район, может быть, крупный инвестор не пойдет. Но когда он понимает, что он попадает в целую агломерацию, конечно, это уже становится более привлекательно. А расчеты такие уже есть? Конечно, мы ведем эти расчеты. Вот само, вот, скажем, агломерация Зауралья – это 500 тысяч человек. Это уже возможность создавать рабочие места и новые предприятия уже, ну, на уровне, скажем, не просто небольшого района или города, а по сути, ну, не уступающие там ни Уфе, ни другим крупным городам. Потому что 500 000 – это уже, в общем-то, с перспективой дополнительного развития и до миллиона. Это раз. Но тут есть еще важная деталь. Почему агломерация зауральская нужна вот в том формате? Понимаете, ехать, например, за какими-то потребностями из Зауралья в Уфу, это достаточно далеко. Это 5-6, ну, при плохой погоде 7 часов езды на автомобиле. На автобусе, наверное, может быть, чуть-чуть больше. Это, конечно, в случае, ну, необходимости быстрого получения каких-то услуг, ну, например, медицинских, то понятно, что это очень большое время. Ну, плюс, если для образования, это тоже достаточно приличный путь. В общем-то, ну, а в театр за 7-8 часов вряд ли человек рискнет поехать. Да? И таким образом он недополучает вот этого уровня проживания, который достоин сегодня каждый башкортостанец. И наша обязанность ему это предоставить и сделать в самое ближайшее короткое время. И поэтому здесь мы считаем, что Сибай, как центр Зауралья, должен иметь у себя объекты, все необходимые для того, чтобы все Зауралье, все зауральские районы могли спокойно получать на столичном уровне эти услуги. Ну, самая дальняя точка от Сибая, там, если зауральские районы брать, 1,5 часа, 2, пускай часа, но это в любом случае не 6, не 7 часов. Поэтому это касается культуры. Все, кто в Зауралье живет, должны понимать, что они поедут там в Сибай и увидят там спектакль, любую постановку мирового уровня, столичного уровня. Филармония, которая после реконструкции вступит вот осенью в эксплуатацию, введем, то это точно будет уже столичного уровня объект. Если касается здравоохранения, естественно, люди должны достаточно быстро получить очень высокую квалифицированную помощь, самую, по последнему слову, техники и компетенций. И это, конечно, в Сибае нужно создавать.
Вот что касается спорта, культуры, отчасти здравоохранения, это, естественно, по всем зауральским районам будет создаваться и строиться. Это не только для Сибая, но просто в Сибае такие объекты должны быть на столичном уровне, на очень высоком уровне. Вот, ну, поэтому, например, мы в Сибае вот сделали закладку этого лагеря, да, в Шифа, который будет круглогодичный, там очень красивое место, поэтому это дети со всего Зауралья там смогут круглый год отдыхать, ну и даже часть сделана для детей с ограниченными возможностями, тоже это будет очень красивый объект, очень функциональный, современный и необходимый Зауралью. Также коррекционную школу начинаем в Сибае строить для того, чтобы, вот, опять же, дети с некоторыми проблемами здоровья могли в очень современных условиях получать лечение и обучение. И это тоже будет объект, которых мало в Российской Федерации. И вообще подход такой, что в Заурале, и не только в Заурале, вообще на территории Башкортостана, все новые объекты, которые мы проектируем, они, конечно, будут выгодно отличаться от прежнего подхода, и это будут очень красивые, очень функциональные объекты, которые мы планируем строить быстрее, чем это делали ранее, опять же для того, чтобы просто максимально быстро предоставить нашим землякам возможность получать хорошее образование, хорошие медицинские услуги, в общем, все на очень таком достойном современном уровне. Поэтому районы Зауралья тоже будут получать объекты, это и рабочие места, потому что часть объектов строится в районах Зауралья, новых инвестиций вкладывается в районы Зауралья. Вот, это спортивные сооружения. Что касается медицины, понятно, в каждом районе большой объект медицинский не построишь, поэтому это ФАПы. Вот, это такие, ну, либо стационарные, либо передвижные, но в первую очередь, конечно, стационарные небольшие такие пункты. Ну а уже крупные все будут в Сибае сосредоточены, и каждый зауралец спокойно может приехать в Сибай и получить столичный уровень обслуживания. Андрей Геннадьевич, вы уже отметили, что вы из Зауралья. Вот вы знаете, каким было Зауралье в советское время, ну и вся республика в целом. В ваших самых смелых мечтах Зауралье каким выглядит, и в том числе Башкортостан? Нет никаких сомнений, что Зауралье и Сибай могут и будут являться городом и территорией, как бы агломерацией, сравнимой с некоторыми мировыми уголками. Например? Ну, например, как это место у нас форум-то проходит мировой этот? Давос? В Давосе, да, в Давосе. Ну вот Давос, в общем-то, там несколько десятилетий назад никто не знал, очень маленький городочек. Вот. И сегодня, естественно, весь мир об этом знает. Дает ли это дополнительные возможности Давос? Ну, конечно, каждый год туда приезжает большое количество мировых знаменитостей, людей, принимающих решения. И, конечно, это так или иначе отражается и на Давосе. Туризм, инфраструктура. Вот, поэтому и сегодня Сибай, принимая гостей, и вообще в Заурале, потому что количество гостей, которые приезжают на Всероссийский Сабантуй, это размещаются Сибай, Абзелиловский район, Баймакский район, город Магнитогорск, по сути, все гостиницы под завязку. И, конечно, это понимание недостаточности инфраструктуры есть, и постепенно есть понимание необходимости движения вперед по созданию инфраструктуры для проведения этого мероприятия, вообще просто для любого мероприятия, для жизни. Вот. Это, конечно, потом с собой уже и туризм как бы затягивает, потому что людям уже есть где разместиться. Есть что посмотреть, там всегда было, но теперь сейчас в Бурзянском районе появится еще новый музей, да, пещеры, там очень красивый Шульганташ. И, конечно, это будет притягивать туристов. Но для того, чтобы туристы приезжали, инфраструктура нужна, гостиницы, дороги. И над этим мы работаем. Поэтому уверен, что вот этот субрегион Зауралья с центров Сибая будет через несколько лет известно во всем мире. Это спровоцирует создание соответствующей инфраструктуры, соответствующего уровня жизни в Сибае и в Заурале, соответствующего, ну, скажем, понимания того, что те люди, которые там живут, что они живут в одном из лучших мест страны, в одном из лучших мест мира.
не только по известности, но и по тем услугам и сервису, которые они могут получать, по комфортности, по безопасности, по красоте, в конце концов. Вот. Это касается Зауралья, это касается Сибая. Конечно, уверен, что люди, которые туда приезжают, они уезжают с некоторым ощущением, ну, как бы сказать, морального долга перед сибайцами, перед зауральцами, хотят с чем-то отдать, чем-то вернуть. Ну, многие как раз инвестициями. И поэтому вот в этот раз, когда мы несколько объектов новых уже запланировали, мы понимаем, что это вот у них родилось от понимания того, что есть люди, которые могут квалифицированно работать, есть база сырьевая в Заурале, на которой можно рассчитывать. Вот. Есть поддержка со стороны руководства республики, есть доброжелательное отношение со стороны руководства города и районов, поэтому молочный комбинат, который когда-то был и потом перестал существовать, теперь вот возрождение такое возникает, такой ренессанс. Молочный комбинат – это очень важно для Сибая. Это не только рабочие места, это понимание того, что происходит возрождение. Это макаронная фабрика, которая Ситно планирует создавать у себя. Это еще ряд направлений, которые мы 23 соглашения подписали. На 10 миллиардов рублей, да. Да, и из них вот часть, соответственно, как раз прям в Сибае, и уже, по сути, этот процесс пошел. Сочетание всероссийского Сабантуя и Зауралья, и Сибая. Вот видите, многие инициативы федерального уровня уже объявляются и провозглашаются на сибайское мероприятие. Да. Вы имеете в виду национальную социальную инициативу? Национальная социальная инициатива, президент недавно только о ней сказал, поддержал Светлану Чупшеву о том, что это нужно, это правильно поддержать вот такие социальные инициативы в стране. И Башкортостан вызвался одним из первых, нам дали право пилотным регионом здесь быть. И как раз вот в Сибае это прозвучало, поэтому как раз это весь Башкортостан накроет эту социальную инициативу. Ну и в частности Сибай, конечно, будет одним из первых, потому что он как бы проникся этой идеей. Вот. И так много чего рождается на территориях, да. Но Светлана Чупшева увезла с собой вот это, скажем, впечатление от Сибая, и поэтому она, вот вы сказали ее слова, которые она привела по итогам, но теперь это будет доведено и до президента Российской Федерации, что вот такие агломерации создаются, что это вот очень важно социальную инициативу там продвигать, что очень важно инвестиции и программы для поддержки таких вот моногородов, небольших городов, территорий отдаленных. Вот. И это все проецируется на Башкортостан, потому что Башкортостан по многим показателям, а если их просто суммировать, я считаю, что недооцененный регион, обладает огромным потенциалом природных ресурсов, значит, инфраструктура, люди, природа. То есть, в общем-то, территорий таких мало, и многие, кто приехали на всероссийский Сабантуй. Вот вчера у меня была одна руководитель там, одной известной телекомпании, которая снимает сейчас фильмы, они вот изучали территории там, с участием там, Бандераса, типа, может быть, мы у вас это снимем, вот обсуждали. Вот. А они говорят, а почему многие не знают, что такое Башкортостан красивый, что здесь все есть, что там, ну, кто-то слышал там про Алтай, еще про что-то. Ну, говорят, что с учетом логистики, сколько добираться до Башкортостана, и как здесь уже развита инфраструктура, и вообще все для того, чтобы здесь продвигать и туризм, и любое направление, скажем, в производстве инвестиционной деятельности, удивляются, насколько это так. Поэтому недооценка произошла Башкортостана, при всем том, что все у нас есть. И постепенно сейчас вот эта как бы открытость, продвижение, в хорошем смысле реклама наших возможностей башкортостанских происходит, поэтому мы уже получаем соответствующую оценку. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович как бы тепло отзывается о Башкортостане и, в общем-то, спрашивает, когда мы перегоним Татарстан, да, и ну, в шутку я говорю своим коллегам, что лидерство Татарстана – это не их заслуга, это наша недоработка, поэтому мы над этим работаем. Но по тому, что мы попали в первую десятку в национальном рейтинге по инвестиционному климату, тоже об этом все знают. Это тоже огромная работа была проделана
Значит, у нас вот существует проектный офис, который Александр Сидякин ведет. Вот он уже второй год работает. У нас вот вся работа сейчас настроена таким образом, чтобы для инвестора, для бизнеса были очень комфортные, очень безопасные условия созданы. И это все чувствуют, оценивают. Вот, глава республики на пленарном заседании назвал в Сибае результаты по первому полугодию, что у нас, в общем-то, цифры 108 с лишним процентов рост, значит, инвестиций. Это очень высокий показатель. Во-первых, на фоне того, что происходит, у многих спад, и по России в целом спад. У нас произошел рост, потому что многие поверили в то, что в Башкортостане можно продолжать вкладывать, инвестировать, развивать производство, развивать свои направления. Большая государственная поддержка была продекларирована, 2 пакета мер государственной поддержки во время карантина мы объявили и работаем по ним для того, чтобы максимальное количество предпринимателей получили поддержку государственную, где-то послабление по налогам, где-то какими-то другими мерами. И это, конечно, вот, на мой взгляд, это одна из причин, почему у нас произошел рост, потому что люди оценивают, что можно продолжать работать, есть поддержка, понимание со стороны руководства региона, есть понимание, что федеральный центр к Башкортостану относится и тепло и поддерживает в большинстве начинаний. Есть уже вот тот задел, который в прошлом году начался, и он уже, соответственно, в первом полугодии набирал обороты. Во втором полугодии, наверное, такой темп не сохранится, потому что чуть-чуть замедление как раз пришлось вот на второй, третий квартал. И здесь, наверное, чуть-чуть будут цифры не такие, прям, скажем, темп инвестиций. Но, тем не менее, в любом случае мы ожидаем хорошие результаты в целом по итогам этого года. Но мы не ради рейтинга эту работу ведем, мы просто понимаем, что нам это нужно для башкортостанцев. Мы понимаем, что это нужно, и у нас, так как мы были недооценены, наш регион был как бы не воспринимался как по какой-то странной причине, что вот этот один из лидеров в стране, и поэтому мы сейчас наращиваем, просто открываем этот потенциал, он уже есть. Он уже есть, он в наших людях, он в нашей природе, в нашей земле, в нашем производственном промышленном потенциале. Поэтому уверен, что еще при нашей жизни мы увидим, что Башкортостан является лидером в стране. Хотел бы всем сказать, что оптимизм нам нужен, совместная нужна работа, уверенность в своих силах. И давайте будем двигаться к тому, чтобы быть лучшим регионом в стране. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Это был Андрей Назаров, первый вице-премьер правительства Башкортостана. Оставайтесь на БСТ.